В полдень возле здания Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов прошел митинг. Собравшиеся вышли с лозунгами в духе «Не трогать Конституцию», «Руки прочь от ЦИК». Митингующие говорили, что повторные выборы должны состояться не позднее 20 декабря, как и было установлено Центризбиркомом. Участники акции в большей степени были представителями нескольких политпартий. Бұл 6 айға дағы қайрадан 120 депутат, екі ажоның башын жеген 120 депутат, бүгінгі ушул ызычууну кылган 120 депутат. Силердин ешкандай бүгүн отурганга моралдык укугуңар жок. 28 октябрь күнү алардын мөөнөтү бүтөт. 20 декабрь күнү БШК бекиткен мыйзам ошол боюнча калышы керек. Напомним, что в прошлую среду Центризбирком утвердил дату повторных парламентских выборов на 20 декабря. Однако на следующий день Жогорку Кеңеш принял закон, согласно которому дата проведения выборов будет назначена после конституционной реформы, но не позднее 1 июня 2021. Что интересно, депутаты одобрили законопроект сразу в 3 чтениях, минуя общественные слушания. Более того, неизвестно, была ли проведена правовая оценка документу. Однако, по словам одного из инициаторов законопроекта Акылбека Джапарова, это политический консенсус, который позволяет нам двигаться дальше. Все это проводится в меру сил и возможностей, которые сегодня есть. Все сейчас делается параллельно. У меня на это ушло 3 дня, чтобы все пришли к одному мнению. Там не один автор, а около 10 человек. Это политический консенсус, который позволяет нам двигаться дальше. Мы сейчас в тупике. ЦИК сейчас не работает. Нескольких его членов отозвал президент. Одна ушла по собственному желанию. То есть у ЦИК нет механизмов проведения. Из этой ситуации же надо выходить. Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова в свою очередь заявила, что тщательно наблюдала за заседанием парламента и отметила грубейшие нарушения. По ее словам, есть порядок принятия конституционных законов. Общественные слушания должны были проходить не менее месяца. Более того, в Конституции указано, что граждане имеют право принимать участие в обсуждении общественно важных законов. Я насчитала 78 голосов «за». 78 голосов. А для принятия конституционного закона требуется более 80. 4 голоса были посчитаны по доверенности. А при голосовании за законопроект передавать право голоса запрещено. Это четко в законе указано. Вся эта ситуация с принятым законопроектом не оставила равнодушным и сообщество юристов Кыргызстана. Сегодня в столице прошел брифинг, на котором специалисты и эксперты по конституционному праву заявили, что 6-й созыв не имеет права назначать референдум. По их словам, 28 октября истекает срок полномочий этого состава, и поэтому объявлять плебисцит Жогорку Кеңеш не может. Мы видим, что на данный день, на данную ситуацию ЦИК остается одним из устойчивых и легитимных конституционных органов Кыргызской Республики. Также мы наблюдаем за кризисом легитимности нынешней власти, как на национальном, так и на международном уровне. Единственным выходом из этого кризиса является срочное проведение повторных выборов депутатов Жогорку Кеңеш. Более того, юристы уверяют, что Конституция не позволяет депутатам Жогорку Кеңеша 6-го созыва переносить дату повторных парламентских выборов и продлевать тем самым свои полномочия еще на 7 месяцев. По Конституции созыв Жогорку Кеңеша действует только 5 лет, поэтому принятый Жогорку Кеңешем закон противоречит Конституции и не может иметь юридической силы. Также хотелось обратить внимание на незаконность принятия данных законодательных поправок сразу в 3 чтениях, поскольку, как я уже сказал, обстоятельства непреодолимой силы или какие-то чрезвычайные обстоятельства отсутствовали на данный момент. Все эти нарушения Конституции, законов, законодательства говорят об отсутствии юридической силы данного закона, и, следовательно, любые решения и действия властей, которые последуют во исполнении в целях реализации данного закона, они также не будут иметь юридической силы. Вся эта ситуация с незаконным принятием решений со стороны Жогорку Кеңеша о проведении конституционных реформ в первую очередь повлияет на социально-экономическую жизнь кыргызстанцев, уверяет экс-председатель Конституционной палаты Клара Сооронкулова. Легитимность власти, законность власти, да, законность ее избрания, соблюдение процедур имеет очень важное значение с точки зрения международного права. Почему нет до сих пор признания со стороны международных организаций, со стороны зарубежных государств? Да? Потому что здесь есть очень большие сомнения в легитимизации. И вместо того, чтобы наоборот обеспечить вот эту законность, мы
ушли в обратную сторону. Мы абсолютно вышли из правового поля. Надежда на то, что повторные выборы могут состояться в этом году, все еще есть, так как есть шансы в случае обжалования постановления в Конституционной палате. Палата, в свою очередь, должна дать свою оценку документу. Кроме этого, сегодня стало известно, что Центральная избирательная комиссия намерена обжаловать постановление Джоур Кенеша в суде. Айдон Бекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.